Добрый вечер, на ТНВ новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Приговор чистопольскому джамаату. Я уверена в своем родственнике, что он не виноват. Чем закончилось громкое дело? В репортаже Александры Севастьяновой. Попасть домой через гости. Мы боимся за свою жизнь, то, что у нас вот эти балконы обрушатся и водонапорные башки. О судебной тяжбе между жильцами и владельцем парикмахерской в подъезде. Салават Мухаммадуллин. Лифты сюрпризом. 2 раза в неделю точно ломается лифт. Почему в новостройках абсолютно новые лифты дают сбой? В проблеме разбиралась Альбина Минибаева. Не подснежники, а мусорные пакеты. Свалок их не надо допускать, а если уже допустили, их нужно своевременно убрать. Что в Высокогорском районе выглянуло из-под снега с массовой уборки, Рамиль Шайдуллин. «170 лет строгого режима». Сегодня суд отправил в колонию участников запрещенной группировки «Чистопольский джамаат». На скамье подсудимых 9 жителей республики. Все они, по версии следствия, причастны к поджогам храмов и атакам на Нижнекамск-Нефтехим. Подробности резонансного дела у Александры Севастьяновой. Сегодня двери гарнизонного военного суда открывались больше на выход. Внутрь пускали единицы. Усиленная охрана на всей близлежащей территории. ОМОН в полной экипировке. ДПС проверяет почти каждую проезжающую мимо машину. Судебный процесс по делу так называемого чистопольского джамаата проходил с закрытыми дверями. Ни журналистов, ни даже родственников подсудимых на заседание не пустили. Вынесение приговора все ожидали на улице. Я уверена в своем родственнике, что он не виноват. Он в эти числа находился дома, за своими детьми смотрел. Напомним, по материалам дела осенью 2013 года обвиняемые совершили серию террористических актов. Это запуск самодельных реактивных снарядов в направлении объектов Нижнекамск-Нефтехим, поджоги церкви в Чистополе и молельного дома в селе Ленина Новошишминского района. Одного из лидеров группировки Мингалеева и его сообщника уничтожили 1 мая 2014 года в ходе спецоперации в Чистополе. Всех их оперативники МВД Татарстана задержали в конце 2013 года. Как стало известно, преступная группа начала формироваться еще в начале 2000-х годов. В общей сложности фигуранты дела о терактах в Татарстане получили 170 лет лишения свободы. 23 года, 24 года строгого режима. Им по 40 лет там. Естественно, это пожизненно уже считается. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Самый большой срок, 24 года заключения, получил Марат Сабиров. Его в том числе обвиняли в теракте в Белярском государственном музее-заповеднике. По версии следствия, он дал указание установить недалеко от комплекса «Святой Ключ» взрывное устройство. Однако оно не сработало. Также установлено, что в 2012-2013 годах Сабиров занимался незаконной предпринимательской деятельностью по сбору лома, черных и цветных металлов. И при этом извлек незаконный доход в размере 8 миллионов рублей, часть из которого он легализовал. Думаю, что да, все вопросы в ближайшее время обсудим с подзащитным и примем решение, в каком объеме, когда, как. Решение суда защита планирует обжаловать. Оно вступит в силу через 10 дней. Александра Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Упала с карниза и сломала позвоночник. В Нижнекамске расследуют несчастный случай. Дворник чистила козырек, над подъездом упала и получила серьезный перелом. Кто должен был обеспечивать безопасность и почему в итоге не обеспечил? Теперь только постельный режим. Вердикт врачей оказался роковым. Перелом позвоночника. Сейчас за женщиной ухаживает старшая сестра. Тот день она вспоминает с грустью. Ото льда чистила козырек подъезда, подскользнулась и упала с 3-метровой высоты. Я стала звонить, с кем я работаю. Вот позвонила. Я встать не могла. Вот она меня подняла. На лавочку посадила. Все. Потом я говорю, пошлите домой. Вот меня техник тащил домой. И все. И тут я на пол упала. Боль такой был. Жители дома номер 10 по улице Бызова, чей двор обслуживает Вера Кулыгина, отзываются о женщине очень хорошо и видят свои причины ЧП. Она же вот на это залезла, женщина говорит, видно, без страховки, все, и упала. Производственная травма. Ее вроде там уговаривают, что это бытовую сделать. В управляющей компании говорят, сейчас ведется расследование несчастного случая. Создана комиссия во главе с государственным инспектором по охране труда. Еще у нас там 5 представителей. Представитель прокуратуры, представитель ФСС, представитель профсоюзов. Вот когда будет завершено расследование, когда будут сделаны выводы, когда будет присвоен
присвоена квалификация этому случаю несчастному. Где-то в апреле месяце, я думаю, что итоги уже будут. Тогда добро пожаловать, мы вам все документы покажем, расскажем. Что касается пострадавшего дворника, на восстановление ей будет нужно как минимум 4 месяца, по прогнозам врачей. Сможет ли она после снова выполнять такую непростую работу, пока сказать невозможно. Альбина Слугараева, Ренат Харасов, ТНВ, Нижнекамск. Лифты в казанских новостройках на Спартаковской и Павлюхина оказались сюрпризом. Жители их уже окрестили сумасшедшими. Поломки, задержки и скрежет. Обслуживающая компания утверждает, что беспокоиться не о чем. Это стандарт для новых домов. Альбина Минибаева оценила, насколько страшной может быть поездка в обычном, казалось бы, лифте. Очень часто он ломается, очень часто. Две новостройки на Спартаковской и Павлюхина. Всего 30 лифтов, но симптомы одни и те же. Частые поломки и резкие остановки. За 2 года, как заселены дома, жильцы успели накатать в лифтах стресс и страх. Мне вообще говорят, как вообще ездишь в своем лифте, ходи пешком. Ребенок с няней спускались, мы хоть на 2-м этаже живем, но они просто вывозили велосипед на улицу и застряли в лифте. С тех пор у ребенка определенный страх перед лифтами присутствует. Это для удержания дверей лифта в открытом состоянии. Долго ее удерживать, после этого отпустить, двери лифта останутся в открытом состоянии для того, чтобы производить разгрузку или погрузку. Сотрудники обслуживающей компании говорят, что проблема типичная для новых домов. Лифты пассажирские, а жильцы и ремонтные организации их используют как грузовые. Грузоподъемность лифта 650 килограмм. Бывает, загружают до тонны. Естественно, лифт встает. Как дом успокаивается, прекращаются строительные и ремонтные работы внутри квартир, количество обращений резко падает. Жильцы все же уверены, что неисправность связана с техническим состоянием. Ремонты в квартирах идут, но они не сходятся по времени с неожиданными остановками лифтов. Ремонтные работы у нас идут, но, думаю, не такие, чтобы перегружался лифт. Каждый день мы грузовые машины не видим. 5-й подъезд дома на Спартаковской. После прошлогоднего пожара здесь даже успели заменить кабину лифта, но от этого жильцам спокойнее не стало. Говорит, ломаются периодически. И даже перед каждой поездкой они уповают на лучшее. Ну что, двери нам открылись, поэтому с Богом. Да, вот ресет лифт с самого запуска в эксплуатации так работает. Вызываешь, приезжаешь, на двери не открываются. Проблема лифтов теперь тема номер 1 в чате жильцов. Это самая полная хроника о том, когда и в каком подъезде в последний раз подъемное устройство дало осечку. Правда, по версии управляющей компании, за полгода всего 10 обращений по состоянию лифтов. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В собственный дом через подвал. Сегодня Приволжский районный суд Казани поставил точку в конфликте жильцов дома на Назарбаева, 35, с бизнес-вумен. Мы уже рассказывали об этой истории. Владелец парикмахерской выкупил часть подъезда, и теперь там вход в ее салон. Как общее имущество стало частной собственностью, Салават Мухаммадуллин. Естественно, мы не знали, что вы знаете сегодня такое важное. Соответственно, мы принесли. Словесные перепалки, обоюдные претензии. Точка кипения участников процесса сегодня была на пределе. Судебные тяжбы между жителями и бизнес-вумен длятся уже не первый год. В 2016 году, по словам жителей, предпринимательница расширила себе территорию. Вот здесь видно еще свежую кирпичную кладку и гипсокартонную перегородку. Изначально проход здесь был размером 1,20 м. Сейчас всего 80 сантиметров. Главное требование на данный момент от жителей – это вернуть им их же проход. Мебель в дом не занести, при встречном движении друг друга не пропустить. А самое главное, при ЧП экстренным службам здесь не развернуться. Альтернативу жителям подъезда бизнес-вумен предложила сомнительную. Прорубив в фундаменте дома дыру, она открыла новый вход. Его итог – это повышенная влажность. Из-за этого на первом этаже стала отваливаться штукатурка и лопаться батареи, утверждают жильцы. Мы боимся за свою жизнь. То, что у нас вот эти балконы обрушатся и водонапорные башни. На это у ответчицы ответа для нас не оказалось. Ну, может, вы выскажете свою точку зрения? На суде же женщина оказалась более разговорчивой. Они находились в собственности, а внутри собственности можно перегородки двигать без разрешения на строительство. Однако доводы предпринимательницы судью не убедили. Фемида постановила стену, сужающую проход, убрать, а самодельный подъезд заделать. Вход в дом не может быть передан в частные руки. Салават Мухаммадуллин, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Чем дальше от центра, тем больше мусора. В районах из-под снега пробиваются огромные свалки. Одну из таких экологи сегодня обнаружили в Высокогорском районе в день массового субботника. Если одни проблемы убираются на раз, почему другие копятся годами? Экообстановку разведал Рамиль Шайдуллин.
Здание, видимо, разбирали. Да, вот здание разбирали. Видно. В 10 километрах от высокой горы дачные отходы. Вердикт экологов однозначно наказание. Такого контраста, когда в центре чисто, а в районе нет, быть не должно. Чистоту райцентра перечеркивают такие горы незаконного мусора. Свалки больше года, и за это время ветки и доски уже успели пополниться и пакетами. Вот они проглядывают, как подснежники. На старые дрожжи дачники продолжают добавлять и свежие отходы. Свалка расползается на глазах. Опасно как природе, так и человеку. Здесь и гвозди, и неразлагаемый пластик. От ремонтных работ сразу видно, да? Мы будем выяснять, где ремонтные работы проводились, кто проводил и кто это сюда вывез. Грязно на окраинах, относительно чисто в райцентре. Так сегодня выглядит Парк Победы. Убираются школьники, хотя до экологического двухмесячника неделя. Зеленодольский район, Верхнеуслонский район, Пестричинский район, Лаишский, вот Высокогорский, где вот мы сейчас. Это излюбленное место отдыха казанцев. И те сюрпризы, которые вот сейчас с первым солнышком появляются, которые остаются с осени, их, конечно, нужно начинать убирать, не дожидавшись вот этой условной даты 1 апреля. В парке ветки, а в городе Побелка. Чтобы район высоко оценивали татарстанские туристы, на местах убираются педагоги, спортсмены и администрация. Одни за чистотой следят, а другие портят. Муниципалитет против. Дачных участков у нас имеется 100 тысяч. Это же очень много. Все они приезжают, но не все порядочно относятся. Многие мусорят. Вот мы потихоньку убираем. Экологи заверяют, если не найдется нарушитель, и свалка будут обязаны убрать за муниципальный счет. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Аграрии республики приступили к выполнению стратегии 2030. Молочная академия – первый шаг к достижению цели. Они намерены производить 2 миллиона тонн молока и 700 тысяч тонн мяса в год. Как стратегия притворяется в жизнь, смотрите в пятницу 24 марта в 21:00 в программе «Родная земля». Это новости на ТНВ и далее в программе. Из Китая с предложениями. Чему можно поучиться у китайских коммунистов, узнал Дмитрий Аринин. Они знают, куда подует ветер и когда пойдет дождь. Сейчас вот зона осадки к нам подходит. Конкретно через час начнутся уже осадки. Репортаж с метеостанции в профессиональный праздник синоптиков. Аделя Коломиц. Какое будущее у Казани? В каком направлении двигаться и где строить? Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов с экспертами Московского комитета архитектуры и градостроительства. Что значит термин «Большая Казань» и чем Москва может помочь столице республики? Подробнее по телефону расскажет наш собственный корреспондент в Москве Дина Газалиева. Опыт Москвы в градостроительной политике сейчас особенно интересен республике. В столице России внедряют совершенно новые практики, пытаясь исправить ошибки прошлых десятилетий. Продолжение программы сноса хрущевок, а ей уже 25 лет, намерены реализовывать активнее и в интересах горожан. Эта тема сегодня в ходе рабочего совещания в Московском комитете по архитектуре и градостроительству вызвала большой интерес татарстанцев. Основная масса старых домов расположена в так называемой средней зоне Москвы. Это не центр, но и не окраина. Именно в этих районах появится высотная современная застройка. Подробнее об этом Рустаму Минниханову рассказал Марат Хуснуллин, курирующий этот блок в московском правительстве. Также гостям сообщили о новой системе для определения реального количества горожан. На примере Москвы, в которой прописано 12 миллионов человек, 15 миллионов имеют мобильные телефоны с привязкой в регионе. По мнению специалистов, это и есть реальная цифра проживающих в столице России. А значит, и при строительстве инфраструктуры нужно это учитывать. Рустам Минниханов дал поручение своим помощникам высчитать таким образом и реальное число проживающих в Казани людей. Сегодня же зашла речь о проекте «Большая Казань» и генплане столицы республики. Татарстанцы обратились за советом к московским специалистам с просьбой помочь нарисовать контуры города будущего. Речь идет о том, что казанская агломерация со временем протянется до Зеленодольска, Лаишева и Верхнего Услона. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. А до отъезда в Москву президент успел встретиться с участниками Российско-китайского делового форума и межпартийного диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Рустам Минниханов отметил, что российско-китайские отношения носят характер всестороннего стратегического партнерства. Поддерживается постоянный политический диалог, ведь страны имеют единые позиции по актуальным международным и региональным вопросам. Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. Я сам ежегодно посещаю Китай, иногда несколько раз. Месяц назад мы побывали в провинции Хунань, где провели продуктивные и содержательные переговоры
с руководством провинции договорились работать по многим направлениям. А уже на Большом российско-китайском дне переговоров обсуждали, как навести бизнес-мосты и выстроить политические диалоги. Сегодня в Казани сразу две крупные встречи – партийный диалог и экономический форум. До чего договорились, Дмитрий Аринин. Свой экономический строй Китай официально называет строительство социализма с китайской спецификой. И эта специфика состоит в том, что рыночная экономика развивается пятилетним планом и под руководством коммунистической партии. И это дает такие результаты, что экономика Китая стала второй в мире. В Казани политический диалог с таким партнером начался с заочных приветствий лидеров двух стран. Обращение Владимира Путина зачитал один из руководителей «Единой России» Борис Грызлов. Российско-китайские связи достигли беспрецедентно высокого уровня, стали образцом взаимодействия между великими державами в современном мире. Сейчас «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая – главные политические силы и правящие партии. Соответственно, у них схожие цели и методы работы. Участники встречи обсуждали, чему можно поучиться друг у друга. Коммунистическая партия Китая достигла огромных успехов, потому что пользуется безусловным доверием народа. Кто теряет популярность среди народа, тот теряет власть. Мечта народа о хорошей жизни и есть цель нашей партийной борьбы. В межгосударственном партийном диалоге представили и лучшие наработки Татарстана. Тем паче в республике самое многочисленное региональное отделение «Единой России». На федеральном уровне оказался востребованным опыт республики по благоустройству дворов и созданию общественных пространств. Сегодня при участии «Единой России» эта работа стартует во всех регионах нашей страны. По итогам встречи политики рассказали, что друг от друга услышали много полезного. Были обстоятельные доклады, которые дадут импульс к улучшению и повышению эффективности деятельности партии. О бизнес-сотрудничестве говорили уже в IT-парке. Здесь встретились предприниматели двух стран. Они обсуждали, какие горизонты открывает новый шелковый путь, и презентовали свою инвестиционную привлекательность. У Татарстана с Китаем уже тесные связи. В республике работают несколько китайских производств. Мы обсуждаем очень много новых китайских проектов сейчас, которые планируются к реализации уже в этом году. Например, производство жидкокристаллических телевизоров. По итогам форума подписали несколько соглашений. Это и создание первой российско-китайской страховой компании, и открытие первой китайской торговой и электронной платформы с полностью российскими инвестициями. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Урок от Татарстана. Сегодня премьер-министр Ильдар Халиков прочитал лекцию в школе Сколково. Он поделился опытом по развитию моногородов. Сейчас их 7, и в каждом свои масштабные проекты. Какой миф сегодня развенчал премьер? Далее в репортаже. Быть настойчивыми, не бояться предлагать новое и пробовать первыми. Эти основные принципы татарстанского успешного сегодня перед студентами, чиновниками из других регионов озвучил Ильдар Халиков. А после лекции отвечал на множество вопросов. Слушающих интересовало все, от охраны окружающей среды, IT-сферы, до того, как в Татарстане умудряются привлечь и удержать придирчивых китайских инвесторов. Красивыми словами и даже льготами инвесторов не заманишь, уверен Ильдар Халиков. Нужна качественная инфраструктура и полный пакет всех услуг на месте. Это то, с чего свою лекцию сегодня в школе Сколково и начал татарстанский премьер. Во всех субъектах есть подобные проекты, в большей или меньшей степени. Просто так как они успешны, пытаюсь зафиксировать те моменты, которые дают их успешность. В республике 7 моногородов: Набережные Челны, Елабуга, Чистополь, Нижнекамск, Камские Поляны, Менделеевский и Зеленодольск. И в каждом работают промышленные площадки. Челнинский кипмастер – особая гордость. Вслух произнесенная цифра его выручки сегодня заставила зал глубоко вдохнуть – 45 миллиардов рублей. Когда в одном муниципалитете появляется что-то успешное, конечно, во-первых, мы всем это показываем, во-вторых, у всех появляются нормальные, хорошие амбиции сделать то же самое. Развенчан сегодня был на лекции миф о том, что свои проекты республика тянет за счет бюджета. Также Ильдар Халиков сообщил залу, что деловито, как он выразился по-крестьянски, в Татарстане идет контроль за каждым проектом. Есть свой ответственный, и это не позволяет никому расслабиться. Такой подход позволил Набережным Челнам первым городом в России стать территорией опережающего развития. Эту встречу отличала, как нам, по крайней мере, показалась искренность в беседе, и что тоже радует, не было какой-то бравады по поводу того, что у нас все хорошо и все прекрасно. То есть была встреча с двух сторон, есть проблемы, да, мы их решаем, есть позитивные практики. Для меня было приятным открытием то, как поддерживаются местные разработчики, когда правительство напрямую не просто дает площадки, но становится потребителем готового продукта. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Московская область, Сколково.
В Казани стартовал отборочный этап WorldSkills по IT-компетенциям. Сегодня соревновались по двум направлениям. Это сетевое администрирование и информационные кабельные сети. Свыше 100 участников из 62 регионов страны. Победители отборочного этапа поедут в мае в Краснодар на финал WorldSkills. Куда подует ветер и когда придет весна? Сегодня синоптики отмечают свой профессиональный праздник в республике. Это более 30 тысяч работников метеостанций. Космические зонды, датчики атмосферы и виртуальные карты. Сегодня у них на службе все ноу-хау. Но почему же иногда старый дедовский метод оказывается самым верным? Адель Коломиец. В этом радиозонде, в этом приборе небольшом, расположены датчики. Прибор больше похожий на воздушный шар. На самом деле беспилотный аэростат способен фиксировать сразу несколько показателей. С его помощью метеорологи узнают влажность, скорость ветра и температуру. Назад радиозонд не возвращается, поднимается на 40 километров и лопается. Ежедневно в 14:30 эти приборы запускают сразу на 108 российских аэрологических станциях. На территории аэропорта таких приборов с десяток. Благодаря оснащению воздушный причал имеет вторую категорию ИКАО и может принимать самолеты даже при плохой видимости. По обе стороны взлетной полосы аэропорта стоят вот такие вот приборы облакомера. Они измеряют высоту границы облаков. Отсюда выпускается лазерный луч примерно на 7,5 тысяч метров. И все данные уходят в опорный пункт наблюдения. На данный момент у нас высота облачности одинаковая, 390. Сюда стекаются данные с приборов, соответственно, здесь и рождается прогноз каждые 3 часа. Тут грозы, грозовые очаги, все показывается. Вот. Сейчас вот зона осадки к нам подходит. Конкретно через час начнутся уже осадки. Вы верите в прогноз погоды и часто ли сбывается? Не верю я в основном. В синоптиков верим, но не всегда прогноз погоды совпадает. Может и не всегда, но ровно через час после нашего посещения метеостанции в Казани пошел снег. А вообще цифры за окном не всегда совпадают с теми, что в интернете. И это нормально, говорят синоптики. Прогноз дается по республике в 5-градусной градации, в городе по 2-градусной градации. И если, значит, плюс-минус 2 градуса к этой градации, то прогноз считается оправдавшимся на 100%. Сегодня на метеостанциях республики трудится более 30 тысяч человек. В Татарстане работают 14 классических станций и 3 авиационных. В праздник синоптики татарстанцев без прогноза не оставили. Завтра будет облачно. Днем снег и дождь, утром туман. Проверим. Адель Коломиец, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Смерть в прямом эфире. Девушка-водитель попала в аварию, снимая себя на телефон. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Казань-Оргсинтез. Химия достижений. КанАвто, официальный дилер автомобилей УАЗ, в марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот и получи дополнительные подарки. КанАвто 230 30 30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Пятерочки, уникальная акция. Надо брать. Большую или маленькую? Большую. Одну или две? 3. А это брать? Брать! Средства для стирки Персил в ассортименте по 239 рублей. Пятерочка. Надо брать. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». В марте весенние цены на «Алмак-01» в аптеках «Алия», «Бережная аптека» и сети «Казанские аптеки». Наркологический центр «Эра». Лечение, реабилитация алкоголизма и наркомании. Профессиональный подход. Точка отсчета вашей трезвости. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России.
Ценопад в санатории Васильевский. Скидки 30% на вторую путевку и подарки на праздничные дни. Питание по системе «Шведский стол». Санаторий Васильевский. 22 66 770. Жалюзи, рольставни, шторы и ворота. Покупайте в Стелле, а не у кого-то. Стелл. Во имя комфорта. Форум автомобилестроения Республики Татарстан. С 29 по 31 марта выступления ведущих экспертов автоиндустрии, прямые переговоры, экспозиция китайских производителей автокомпонентов. Внимание! В Кан-Авто большое поступление автомобилей «Лада Ларгус». И с каждым днем их становится меньше. Успейте обменять свой автомобиль на новый «Лада Ларгус» с выгодой до 87 тысяч рублей. Кан-Авто 230 30 30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Допинговые скандалы утихают, а татарстанские спортсмены все-таки поедут на зимние Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщили сегодня представители Министерства по делам молодежи и спорту республики. Международные старты пройдут в корейском Пьончанге. В расширенном списке 6 спортсменов по лыжным гонкам. Еще в начале марта в финском городе Лахте на чемпионате мира мужская сборная России стала второй в эстафетной гонке 4 по 10 километров. Татарстанский спортсмен Андрей Ларьков бежал первый этап. Уступили тогда наши только норвежской сборной. Однако для истории татарстанского лыжного спорта это серебро может стать отправной точкой. На Олимпийских играх республика будет представлена в сборной лыжниками, сноубордистами, фигуристами и хоккеистами. Жизнь спортсмена проходит очень стремительно. Всегда находимся в разъездах. За последний год, вот я так подсчитывал, дома получается 1,5 месяца буквально. Но это... С одной стороны плохо, но с другой стороны добиваемся своих результатов, которые ставим перед собой, двигаемся дальше. Волейболисты «Зенита» в раунде 6 Лиги чемпионов. Казанская команда повторно обыграла бельгийский КНАК со счетом 3-0. Если Владимир Олекн выставил на игру сильнейший состав, то его коллега Эмиль Руссо отправил на площадку нескольких резервистов. Для бельгийцев сейчас национальный чемпионат явно в приоритете. Однако старт поединка выдался упорным. Только лишь точные атаки Мэтью Андерсона и Максима Михайлова позволили перехватить преимущество. В остальных партиях подключался и кубинец Вильфредо Леон. Итог 3-0 в раунде 6 «Зенит» встретится с Белогорьем. Первый матч пройдет в Казани 4 апреля. Мы работаем просто над этим, не все было гладко. Сложный механизм, когда в один день получается с кем-то, с другим не получается. Я рад, что с Максом получаемся. Осталось немножко потянуть нам, наверное, с Мэттом взаимодействие, потому что в последнее время немножко разладилось у нас. И в завершении новости баскетбола. В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги «Уникс» сыграл на выезде в Турции с истамбульским «Галатасараем». Этот сезон для обеих команд складывается неудачно. Турки добились 9 побед против 7 у казанцев. 13 место в турнирной таблице у «Галатасарая», «Уникс» шел на 15 месте. Что касается матча, только лишь первая четверть осталась за гостями. А потом местные баскетболисты попадали в кольцо без промахов. И даже успешная игра Лэнгфорда в концовке не смогла повлиять на исход матча. 75-67 это уже 10-е подряд поражение «Уникса» в Евролиге. В следующем туре 24 марта казанцы примут дома ЦСКА. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, поговорим о погоде. В предстоящие сутки в большинстве районов республики ожидаются осадки. Температурный фон существенно не изменится. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно, не исключен небольшой снег. Ночью будет до 2 мороза, днем же до 4 градусов выше 0. На северо-востоке облачно с прояснениями, местами снег с дождем. Ночью температура воздуха составит до 1 градуса ниже 0, днем же будет до плюс 3 градусов. На севере Татарстана тоже местами ожидается снег с дождем. Ночью -1, днем же до 4 градусов тепла. На северо-западе облачно, местами снег с дождем. Ночью -2, днем же до 3 градусов выше 0. На юго-западе ожидаются осадки в виде дождя. Ночью до 1 градуса мороза, а днем до 4 градусов выше 0. В центральном районе республики облачно, местами снег с дождем. Ночью -1, днем же до 4 градусов выше 0. В последующие сутки по-прежнему ожидаются осадки. Температурный фон существенно не изменится.
В предстоящие сутки в Казани будет пасмурно. Ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем же до 4 градусов тепла. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ожидается небольшая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.